у белой расы доминирующие именно Y-хромосомы. Через Y-хромосому передаются признаки белой расы. Y-хромосома, женская хромосома, пассивна в этом отношении. У других рас наоборот. Это как раз долгая история, сейчас не буду знать. Но что интересно, вот в Америке мне приходится наблюдать интересное явление. Когда, допустим, люди по всем признакам относятся к белой расе, а оказывается, что, допустим, второе, третье поколение, допустим, дедушка с бабушкой, бабушка была индианкой, к примеру. И что интересно, я удивился действительно, потому что вот такого действительно даже не ожидал, потому что допустим, в семье муж белый, а жена индианка, рождается 2 ребенка, мальчик и девочка. Мальчик белый, девочка полностью индианка. Никакого, как говорится, даже никогда не скажут, что это брат и сестра, невозможно, потому что они отличаются кардинально. Просто именно Y-хромосома, мужская, белой расы, является доминирующей, она очень часто подавляет другую X-хромосому, если когда мужчина это XX, и белая раса доминирует через это. Поэтому в белой расе все качества передаются через Y-хромосому. Именно поэтому у наших предков национальность определяли по отцу, а не по матери. В других расах по-другому. Так что вот здесь не с этим связано. Просто из-за того, что если вы почитаете второй том, где я ввел понятие эволюционного числа, генетического эволюционного числа, вот белая раса самая древняя раса, не только на Земле, она древняя и в космосе довольно-таки. И поэтому ее качества на уровне генетики закреплены. И поэтому, так сказать, не то, что лучше или хуже, как я специально писал в своей книжке, опять-таки, чтобы не объявили, что опять насаждение какого-то расизма, национализма и так далее. Ну, опять-таки, возьмем младенца из детского сада, ясельной группы, и возьмем человека, имеющего основательное образование. Ну, разве они одинаковы? Конечно, нет. И от младенца в ясельной группе требовать того же, что от взрослого человека, имеющего полноценное образование, бесполезно и глупо. Разве мы дискриминируем ребенка, что говорим, он еще маленький, он еще не вырос? Нет. Так вот, национальности, расы, они имеют разные эволюционные числа, разную историю развития своего. Они не хуже, не лучше, они просто разные. И поэтому здесь никакого национализма или так далее нет. Это просто констатация фактов, что есть более древние расы, есть менее древние расы. Они не лучше, не хуже, они разные. И поэтому заключается в том, что нужно помогать действительно ребенку, чтобы ребенок стал взрослым, ему нужно прожить жизнь, получить, соответственно, воспитание, образование, и он станет взрослым. Вот и все. То же самое касается и рас, и национальностей. Так что, если кто-то более умудрен опытом и знаниями, это не значит, что он дискриминирует того, кто этим знанием и опытом не умудрен. Значит, получается так, что любой, кто талант имеет больше, чем другой, да, его нужно уничтожать, потому что он имеет талант больше. Вот тут получается так же логика. Потому что он не должен говорить о своем таланте, потому что его талант выделяет его среди других. Он показывает, что другие, значит, примитивнее его, да? Вот такая логика. Извините, я такую логику не применяю. И не приму никогда. Просто талант есть талант. Даже эволюционное развитие расы, кажется, это ее прошлое. Оно есть, и не потому, что лучше и хуже, а потому, что оно есть. И отрицать, и говорить, что это не так, это, по крайней мере, ложь. А если это делается, то делается для чего? Для того, что скрываются гораздо более серьезные вещи.